Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодняшний наш гость уже он достаточно привычный в нашем проекте. Это Саид Гизердава, известный юрист, не побоюсь этого слова, в смысле, что известный. А говорить мы будем тоже на традиционную уже, наверное, тему о конституционных реформах. Зачем они нам, какие прежде всего нужны и дождемся ли мы вообще их когда-либо? Как вы скажете, Саид? Добрый день. Рад снова быть в этой студии. Да, тема, конечно, наверное, уже немножко такая избитая, да. Мы говорим об этих конституционных реформах, я не знаю, наверное, лет 20, да, может, чуть меньше. Ну, каждый новый президент заявлял, что... Наверное, все-таки 20, да, если вот смотреть, да, где-то с 2005 года была сформирована первая комиссия при президенте Багапш, вот. И у нас получается вот 20 лет, как предпринимаются попытки поменять Конституцию. Ну, мне кажется, что некоторые попытки, конечно, они были сделаны ради попыток, поэтому там некоторые не было... или в основном? Ну вот я все-таки не думаю относительно последней, потому что вот если посмотреть, да, что было сделано в рамках вот тех инициатив, возьмем вот первую инициативу, я и в ней принимал тоже участие, нас очень жесткие рамки поставили, то есть мы фактически... Временные, в смысле, рамки поставили? Нет, содержательные. Да? Содержательные. А кто поставил, если не секрет? Ну вот это фактически группа. Вообще образовалась там несколько, такая двухступенчатая была структура. То есть была комиссия, в которой вошли не только юристы, и представители государственной власти, и представители общественной палаты, и видные общественные деятели и так далее. Вот. И как бы вот существовала эта комиссия, а при комиссии существовала рабочая группа, уже составленная из юристов. Первую комиссию возглавлял Тамас Кецба, ну, как бы первую рабочую группу, вернее, да, ошибся. Первую рабочую группу возглавлял Тамас Кецба, потом после него Сергей Макарович Смыр. Вот. Но мы доработали, и я не могу сказать, что это были серьезные какие-то прорывные такие вещи, но они как бы вносили большую конкретику, которая нужна на самом деле Конституции. Ну, спектр широкий был, изменений, которые вы хотели внести? Ну, честно говоря, вот все началось не так, как обычно должно начинаться, да, вот эта первая конституционная реформа, конечно, много критики с моей стороны, но тем не менее, на самом деле это так. Мы сейчас про предыдущую или да, про самую первую конституционную реформу. Но о ней важно упомянуть, потому что ее результаты, они так или иначе видны в последующих. Но это была такая корректировка текста Конституции, и то есть она затрагивала, опять же, все те же три ветви власти. Вот, и в том числе из таких прорывных вещей, конечно, предусматривалось создание Конституционного суда. Тогда еще, да, в 2005-2006 году. Ну, я не участвовал в работе Конституционной комиссии, рабочей группе, которая была создана при президенте Рауле Хаджимба. А затем я вот участвовал в Конституционной комиссии, которая была создана при президенте Бжане. Вот. И опять же, там тоже, можно сказать, да, были какие-то вещи, связанные с законодательной властью, но опять же мы, можно сказать, что на процентов 80 занимались такой корректировкой каких-то пробелов, каких-то вещей, в которой Конституции недостаточно развернуто. Есть и ошибочные моменты, там, ну, например, вот процедура, там, я не знаю, взять ту же процедуру законотворческой деятельности и так далее. Но это не такие интересные вещи, о которых можно говорить, это такие технические, они важные. Они тоже могут к серьезному политическому кризису, там любая буква, да, любая запятая может вылиться в политический кризис. Но как бы вот цели такого глобального изменения, которые звучат сейчас в обществе, да, то есть мы говорим о том, что авторитарный потенциал у президентской власти очень высокий, с ним надо что-то делать. Избирательную систему менять. Да, в то же время мы видим, что парламент у нас
традиционно играет очень серьезную роль в жизни общества, но как политический орган и в меньшей степени как орган, который влияет на влияет на такую реальную, что ли, политику, которая творится в основном исполнительной властью. Вот эти контрольные функции, они такие недоразвитые сейчас. Вот, и мы как бы решили, учитывая, во-первых, у Абхазии такой исторический большой опыт парламентаризма, если вспомнить Абхазские народные советы, потом, если вспоминать Верховный Совет и так далее. То есть это орган, который всегда играл, вот этот коллегиальный орган, который всегда играл очень важную роль в истории Абхазии. Поэтому мы подумали, что все-таки, учитывая роли, учитывая коллегиальность, и учитывая, что здесь мы можем таким образом преодолевать вот такую зацикленность, да, исполнительной власти на самой себе, мы должны немножко поменять конфигурацию. Ну вот такая работа была проведена, мне кажется, немножко пока мы о ней рассказывали, немного преждевременно говорить о том, что вот это все будет в том виде реализовано, в котором мы подготовили очень серьезные, я имею в виду, комиссия по конституционной реформе, которая была вот создана уже при парламенте. То есть тут, нынешняя. Да, последняя. Да. То есть тут уже интересно, раньше они создавались при президентах, а теперь она создана при парламенте. Да, но опять же, это тоже была и инициатива сверху, да, это не инициатива, которая принадлежала власти, это инициатива, которая пришла там от профессионального юридического сообщества по итогам вот кризиса. Ну, требования-то были давно уже об этом и назрело. Вот я еще хотел, может быть, какую-то точку поставить в том вопросе, что было, да и есть сейчас такое мнение, что Конституцию нельзя трогать, это такая священная корова и так далее, на что у меня, например, всегда был аргумент, а вот эта череда переворотов, которые у нас происходили, это не пример того, что она не работает или буксует в каких-то моментах? Ну, кстати, вот конституционной реформе предшествовало обращение юристов, да, это вот впервые юридическое сообщество у нас политически, публично себя практически никогда не проявляло, а тут проявило. И один из аргументов это как раз именно вот этот, то есть у нас все кризисы, они в итоге выливаются вот в такое противостояние у президентского дворца. И, наверное, да. Но мы понимаем, что вот с другой стороны, когда спадает, да, вот этот накал, то есть все возвращается на круги своя. То есть и опять мы думаем о том, что там, я не знаю, следующая конфигурация власти будет более устойчивой, да, но мне кажется, что очень большая ошибка. Мы предложили такой конкурентный механизм власти, который позволяет и президенту формировать на исполнительную власть. Конечно, президент вот в предложенной Конституционной комиссией схеме, он уже не президент президентской республики. Мы меняем форму правления, предлагаем другую форму правления, парламентско-президентскую, то есть это смешанная форма. Смешанных форм тоже много бывает разных конфигураций. Вот, и даже вот в рамках одной там смешанной парламентско-президентской тоже могут быть конфигурации. Но вот мы, опираясь на международный опыт стран, которые как-то более-менее имеют параметры схожие с нами, мы как бы постарались найти. Ну, мы очень долго бились над главным вопросом, и с него все начиналось. И в этом вопросе были задействованы, собственно, большое количество юристов, общественная палата. То есть это не был, знаете, такой вот закрытый какой-то процесс, который не вот кулуарный, внутри, да, не кулуарный. То есть довольно такие широкие дискуссии в профессиональной среде. И все началось именно с положения формирования правительства. И кто-то может сказать, что да, довольно такой сложный, но и конкурентный механизм, который позволяет и исполнительной власти, и законодательной власти как-то вот решить этот вопрос. Ну, естественно, если как бы
законодательная власть оказывается в этом процессе более сильной, более эффективной, то и она, собственно, формирует кабинет министров. Но в любом случае, кто бы его ни формировал, у парламента гораздо больше и гораздо более серьезные рычаги влияния на и контроль над Ну, правительством. сам парламент же тоже надо формировать по другим, и об этом уже тоже многие давно говорят. По другим Это принципам. другой момент, это избирательная реформа. Конечно, конституционная реформа не может проходить без реформы избирательной. И это вопрос, который очень сложно продвигается вот в самой комиссии, поскольку мы его оставили. Напоследок, я не знаю, возьмемся ли мы... А в чем природа, почему, причина какая? Ну, например, да, у нас есть разные взгляды на то, какой должна быть избирательная система в Абхазии. Ну, кто-то считает, что с учетом того, что предлагается смешанная система, то вполне логично, чтобы и смешанная система существовала и смешанная избирательная система существовала при формировании парламента. Ну, опять же, вот есть большой скепсис относительно партии. Есть понимание того, что могут быть вот такие вот карманные партии тоже. Это очень большой риск. Да, если они большую роль начнут играть в политической жизни. То есть до сих пор вот за большой такой промежуток времени в Абхазии не сформировалась устойчивая политическая система. Так у нее мотивации не было у партии формироваться и становиться... Ну, мотивацию ей поднимали периодически. Потому Чем поднимали? Что, например, изменением избирательного того же законодательства, когда разрешили во всех кругах баллотироваться представителям партии. Но, опять же, тут, с моей точки зрения, какой очень серьезный момент. Партия – это всегда финансы. То есть вот эта вот зависимость от финансов, она очень плохую шутку может сыграть. И именно этот момент, он может оказаться таким доминирующим фактором и очень опасным фактором, на мой взгляд. И текущий момент тоже довольно, мне кажется, неблагоприятен для того, чтобы менять избирательную систему. Там же есть такая, не то что полумера, как бы предварительная, страховка не делать, допустим, наполовину 50 на 50, но хотя бы делать там 30 на 70 или 40 на 60, в пользу, я имею в виду, мажоритария ставить побольше. На самом деле мы это тоже обсуждали, нам показалось, что вот эти пропорции, в пользу, вообще в пользу партии больше Не плавающая пропорция. То есть на первом этапе такая, потом проанализировать, допустим, через 3, через 5 лет, насколько это эффективно было, и потом может эти пропорции сдвинуть, опять же, в ту или иную сторону. Или отменить их. Тоже может быть. Но ничего не делая, это мы никогда не поймем. В моем лице вы видите скептика, поскольку мне это интересно. Мне кажется, что в принципе вот небольшая даже пропорция, она не даст никакого результата. И в принципе коллеги, которые являются сторонниками смешанной избирательной системы, они считают, что пропорция в пользу партии только имеет смысл. Другие пропорции, они бессмысленны, они не покажут ничего. То есть если мы такую модель экспериментальную вдруг... Она на этом же этапе как раз будет мотивация для создания партии, то есть нормальной жизнедеятельности. А потом этот момент, я извиняюсь, когда вот вы говорите о финансах, но это же все проверяется, то есть какую-то открытость и прозрачность надо закладывать это априори и ее контролировать. Если ты не можешь контролировать, я вот в этом тоже исхожу из того, что у нас, к сожалению, вот эта система не работает, и я имею в виду контроля. Вот сейчас, если взять партии, то они должны соответствовать критериям, которые прописаны в законе. И там руководящие должностные лица Минюста, если мне не изменяет память, они тоже говорят о том, что вот по параметрам, которые прописаны в законе, нынешние партии, они не подходят к ним. Потому что у них нет, наверное, скорее всего, то есть их членство формальное, то есть это очень формальные такие институты. То есть и они не готовы к тому, чтобы...
Так они никогда не будут готовы, это раз. А второй Ну, момент, еще- вот мой контраргумент насчет финансов. Та же мажоритарная система и выборы по мажоритарной системе, там же тоже очень серьезную роль играют финансы, и как раз финансы тоже теневые, они все по... Да, я с этим абсолютно согласен. Ну, везде финансы, к сожалению, но вот что как бы является таким весомым аргументом в пользу сохранения, но очень серьезной модификации мажоритарной системы, ну, с моей точки зрения. То, что все-таки мажоритарий, он связан со своим избирателем в большей степени. И вот если мы будем говорить о партиях, то там депутат от партии всегда может сказать, что вот это такая неприемлемая, скажем, для общества позиция, это позиция все-таки партии, да, как института. И тут уже люди... Ну, переходит с фракции во фракцию, или там исключение сложно. его потом. Но это все можно заложить. Но я считаю, что Да, это можно заложить. надо что-то но- пробовать, уже рисковать. Но может вот, быть. честно говоря, я в силу многих причин, которые я постараюсь изложить, все-таки у меня большое недоверие к политическим партиям. Я думаю, что можно еще раз все-таки попытаться модифицировать мажоритарную систему. Одно из возможных предложений – это уменьшение количества округов и создание там многомандатных округов. То зачем это нужно? То есть, чтобы не было местечкового голосования, да, мы укрупняем, и, соответственно, мы как бы избавляемся от тех таких мелких округов, когда человек может просто избраться вот там, я не знаю, Дешевле это ему обходилось. да, бы, то чем- есть вернее, сейчас фактически, обходится живя дешевле. вот в каком-то там селе, где превалируют его родственники, не могут его избрать, и вот мы получаем депутата. И здесь принцип народного представительства нарушается. Кого представляет этот человек? Он представляет народ Абхазии или он представляет интересы там определенной группы людей? И вот тут в принципе, базовый принцип демократии нарушается. Ну, можно попытаться, если я думаю, что... Я извиняюсь, но это немного, я сейчас пошучу, то есть сейчас их избирают фамильные партии. Да. Или там сельские партии, там общинные партии, как хочешь назвать. Или же это интересы каких-то корпораций есть тоже. Это проблема, то есть, вот, Ибрагим, я вот хотел бы, чтобы, как бы это было ясно, да, что вот есть вещи, есть проблемы конкретные, да, в этой мажоритарной системе, которые не решаются или которые намеренно в нее включены для того, чтобы эта система была такой. Например, нарезка округов, она такая специально, да, чтобы, вот, я не знаю, кому-то было выгодно, да, избираться. Если мы это меняем, то, возможно, очень серьезно меняется все остальное. Но как бы есть у нас избирательная реформа, есть у нас существенные преобразования, связанные вообще с системой власти. Может быть, вместе это даст больший эффект, потому что для меня совершенно роль партии, она не очевидна, потому что какая-то современная литература, в том числе, которая описывает ситуацию на Западе, показывает, что партия – это бюрократическая машина, которая также далека от народа и совершенно не представляет свои корпоративные интересы. И я очень боюсь, что и у нас тоже произойдет такое. То есть там в ответ на вот такую бюрократизацию партии, замыкание на их корпоративных интересах, они тоже пытаются найти какие-то решения, опять же, возвращаясь к каким-то более демократичным формам, да, формирования органов власти, даже к жеребьевке. Да, вот вы говорили тоже о том, что аналоги есть. Но а какие аналоги есть вот для Абхазии с таким маленьким населением, с такой небольшой территорией, вот с таким бэкграундом, как говорится? Аналогов, я думаю, не так уж много. Нет, их не так уж много. Мы смотрели, например, на опыт Финляндии. Вот. Мы смотрели, например, на опыт Великобритании, где тоже мажоритарная Это все большие система. величины. Ну, все равно мы можем их адаптировать каким-то образом. То есть и идея нам подходит. А вот более мелкий, допустим, там, я не знаю, там Андорра или какие-то более мелкие? Нет, там нет такого, да. Ну вот мы выбрали там несколько. Но опять же я говорю о себе, да, у нас вот в группе юристов, которая как бы обсуждает эти проблемы,
Тоже вот большой разброс мнений. То есть я, например, буквально несколько человек, мы в меньшинстве. То есть сторонники того подхода, который вы озвучиваете, да, с партиями. Ну, как бы я большой скептик. Я пытался для себя поверить в то, что у нас возможны партии. Но когда ты изучаешь работу партии, вот как бы такой идеальный, ну не то чтобы идеальный, но те ожидания, которые мы вкладываем, да, в партии, то это достаточно сложно реализовать в нашем контексте. С этим я согласен с вами абсолютно. Я, знаете, что еще хотел сказать, что вот то, что мы, и даже в нашей беседе мы об этом тоже как-то эта мысль прозвучала, о том, что, ну да, это не работает, там финансовый контроль, да, это не работает, то не работает. То есть мы априори закладываем это как данность. У нас если это мы не исключим ее как данность, у нас, конечно, даже изменение правил игры ничего не даст. Ну вот о чем я говорю. То есть партии это не то решение, которое изменит эти данности. Конечно, я согласен. Да, но вот мы берем вот все эти данности и мы говорим, давайте мы как бы усилим контроль, давайте мы поменяем таким образом, то есть решим вот эти более мелкие проблемы, которые уничтожают эту мажоритарную систему. Они делают ее просто чем-то, что вредит, да, развитию государства. Ну, как бы есть публикация, тоже вот у меня и у коллеги моего Астана Хашик, где мы как бы попытались это проанализировать и обозначить эти проблемы, пороки, да, вот этой вот мажоритарной избирательной системы в Абхазии. Ее же никто, то есть это, знаете, как растение, да, что-то, да, какой-то политический институт, надо всегда смотреть, вот оно заболело сейчас, чем-то подлечить, подкормить и так далее. То есть какие-то решить проблемы. У нас, да, это не гербарий, конечно. Да, и у нас это то ли гербарий, то ли сорняк, непонятно что. То есть, но на самом деле, с моей точки зрения, конечно, есть интересы, да, определенные, там, я не знаю, да, определенных кругов политических, которые адаптировались к этой системе. Она изначально была выгодна, они к ней адаптировались, и понятно, да, она выглядит для нас сейчас очень такой вот неадекватной. Вообще это ключевой момент, потому что те, кто должны инициировать, и те, кто должны принимать или продвигать, они сами не заинтересованы, потому что они порождение старой системы. Я имею в виду исполнительную власть, тот же президент, тот же парламент, потому что их устраивают эти правила игры. Ну, они порождение этих правил игры, они не могут со своей природой бороться. Да, и система власти, она как бы вот она таким образом... И только толпа может собраться и потребовать, опять же, абстрактных реформ, как бы изменения. Но в очередной раз это упирается и в скепсис, здоровый скепсис, я вас тоже понимаю, но есть еще и вот эта инерция, или вернее отсутствие желания что-то изменить у этих естественно, властей. Правила игры никто менять не хочет, они способствуют воспроизведению одних и тех же институтов, с одной и той же практикой и вот всего того, что мы сейчас имеем. Да, поэтому, понимаете, вот эти предложения не родились в такой, условно говоря, революционный момент, да, и вот этот момент как бы сейчас немного сходит на нет, поэтому возможно, что мы не увидим эту реформу. В очередной раз. Да, в очередной раз. В целом я как бы надеюсь на позитивный исход все-таки. Поэтому очень важно, мне кажется, проблема в чем? То есть в том, что демократия не работает в Абхазии. То есть те институты, которые мы считаем представляют народ, на самом деле они вот только в кризисный момент они слышат голос народа. В остальной момент, когда прямая демократия, такая уличная. Уличная на самом деле, да. Но в остальной момент этот механизм не работает. И этот механизм очень сложный на самом деле, да, и он требует профессионального такого подхода, компетенции от самих законодателей. То есть надо понимать, каким образом и как взаимодействовать, да, с людьми. И есть ли вот на самом деле помимо кризисных ситуаций у людей желание что-то предлагать. Для этого у нас есть гражданское общество, в принципе, да.
И оно тоже могло бы быть посредником, но вы видите, какая сейчас ситуация. То есть мы вообще не можем взаимодействовать. Мы там в собственной стране становимся персонами нон-грата. Инагентами. и так далее. Иноагентами, да. То есть это вот эти все проблемы, то есть мы видим вот каждый раз, да, это вот комплекс проблем, он превращается в снежный ком. И, конечно же, большая такая ответственность в том, что из себя представляет, например, та же избирательная система лежит на ЦИКе, которая, должен был бы, они вносят какие-то изменения, вот такого технического плана. Косметического. То есть никаких контрольных механизмов или вот конкретных проблем. То есть как человек, который тоже участвовал в выборах и собственными глазами видел и сообщал о нарушениях, я во время избирательного процесса. У нас прецедента нет, да, чтобы снимали кандидата за нарушения какие-то очевидные, явные. Нет, потому что все нарушают. То есть это надо, я не знаю, не поголовно, конечно, но тогда мы остались бы, наверное, без кандидатов. То есть с огромными нарушениями мы привыкли, мы с этим давным-давно смирились. И это стало уже правилом игры. Да, теперь, конечно, это как старую одежду, мы хотим это выбросить, избавиться от нее, но фактически мы можем сказать, что и смешанная система к ней, те же силы адаптируются очень спокойно. Пример того же Конституционного суда тоже показал, что просто создание института без такой мотивации со всех сторон, он просто будет еще очередным. Причем он критике подвергался не только со стороны вечно недовольных людей, но и непосредственно от первых лиц государства. То есть они ставили под сомнение вообще необходимость существования Конституционного суда. Политиков сперва, я имею в виду бывшего президента Бжани, то есть он был одним из таких видных критиков вообще существования Конституционного суда. Знаете, у меня, честно говоря, такое очень смешанные чувства от нашей беседы, потому что запас оптимизма и так был небольшой, а вот в процессе нашей беседы он почти весь исчерпался. А в чем вы видите вероятность того, что все-таки ваша комиссия каким-то результатом придет, будут какие-то результаты? Нет, на самом деле очень важный результат есть. Это собственно, документ, проект изменений очень обширный, на 17 страницах. И это такой плод целого, меньше, наверное, года работы. Мне кажется, что может быть, это как бы излишне хвалить эту работу, но все-таки таких результатов, такого рода документов у нас еще не было. Это очень важно иметь в принципе, И мы как бы можем использовать это как инструмент, в том числе такой взвешенной критики, говорить о том, что, собственно, есть предложение. Там анализ системы, правильно? То есть сегодняшнего положения вещей и болевые точки, правильно? Нет, это, собственно, это как бы документ, который представляет собой проект конституционного закона о внесении изменений в Конституцию. То есть это вообще полностью готовые поправки к Конституции. То есть это конституционный закон о поправках. И важно, и в принципе понятный, ясный документ, можно его переложить на обычный человеческий язык и как бы объяснить в чем. В чем есть и презентации, и парламенту презентовали уже со схемами, то есть немного сложно для такого первого прочтения текст, но мы как бы постарались это все сделать удобным для понимания. Мне кажется, что это все-таки обосновано. Законодатели должны понять, я думаю. Нет, законодатели, они участвовали в заседаниях, они прекрасно... Я имею в виду в широком и чтобы народ тоже понимал, в принципе. Но вы знаете, как бы политика, она нас как бы подвигает к тому, что вообще все на каком-то довольно-таки примитивном уровне у нас происходит. То есть
Если мы хотим того, чтобы что-то менялось, то и, во-первых, и граждане должны больше требований к себе предъявлять, чтобы понимать, да, что происходит, чтобы реагировать на ситуацию, повышать свою гражданскую компетентность, это очень важно. Ну, и не только следить за новостями, пытаться разобраться в чем-то, реагировать. Конечно, быт у многих отнимает это желание, сложный, тяжелый быт выживания в наших условиях, но как бы власть это тоже как бы такая вещь, которая очень серьезно, да, сказывается на жизни людей, поэтому надо, мне кажется, больше внимания уделять и этому моменту. То есть мы как бы такое впечатление складывается, как будто бы этот вопрос, собственно, только людей, только парламент и очень небольшой круг экспертов интересует. На самом деле это большой вопрос, и мне кажется, что в нем должны участвовать люди в целом. То есть если эти поправки будут готовы, вот возвращаясь к тому, что вы говорили, не только парламент должен решать. Это очень важный вопрос. Но вообще это референдум? Да, это вопрос, который должен, да, быть вынесен на референдум. И, ну, опять же, здесь вот сложности с тем, насколько людям будет понятен. Ну, то есть он документ, с вашей точки зрения, достаточно интересный, важный, глобальный, но он не согласован пока со всеми акторами, я имею в виду. Ну, его надо согласовывать. То есть он на таком этапе, когда ну, вот я как раз хочу сказать, какой следующий этап вы видите? Ну, если вот, ну, парламент сейчас выйдет из отпуска, да, и они, скорее всего, будут рассматривать этот законопроект конституционного закона о поправке. А какие могут быть варианты развития событий? Тут так же, как и с обычным законом, да, то есть он может просто не быть вынесенным или в первом чтении не принятым и так далее. Ну, там механизм определенный, прописанный в законе о порядке внесения изменений в Конституцию. Ну, то есть до конца года это можно, да, понять, в какую сторону движется сюжет? Да, скорее всего. Но это сложный процесс, ведь мы же понимаем, что мы говорили об этой конфигурации, о том, что есть силы, которых устраивает эта конфигурация, естественно, они будут сопротивляться всеми силами реформированию. Вот. То есть мы, когда пытаемся что-то реформировать, мы должны понимать, что нужен определенный момент, который благоприятствует каким-то реформам. Иначе мы как бы опять вот в период такой вот какой-то политической стагнации скатываемся, когда вот нет, собственно, сил, которые будут продвигать. Ну, вообще, если так оглянуться на новейшую историю Абхазии, все какие-то кардинальные вещи происходили, может, опять же, не через какие-то институции, они происходили на разуме, воле и энергии отдельных и обычно очень небольшой группы людей, ну, которым доверяли более широкие круги. Ну, это когда было, конечно, в ситуации опасностей, рисков там, и так далее. Это как мотивация была. Сейчас такой мотивации нет. Опять то, что вы сказали, это и усталость такая многолетняя, и быт достаточно сложный у нас. И я, честно говоря, не очень понимаю, где мы можем найти эту мотивацию. Только разве, если рассчитывать вот на разум тех людей, которых это беспокоит. И волнует это, я имею в виду, сообщество юристов, которое инициатором выступило. Есть и отдельные политики, и депутаты, которые это понимают тоже. Ну, конечно, очень важна роль президента с учетом нашей системы и этой воли политической первого лица, которая это очень неблагодарная, ну, я имею в виду в тактическом смысле работа, но это очень важно в стратегическом смысле. Вот эта самоотверженность и понимание проблемы, это очень важно, конечно, от президента. У вас вообще какие-то встречи с ними были тоже на эту тему? Или собираетесь? Ну, сама работа, она как бы не предполагала взаимодействие с исполнительной властью, с президентом. Вот, так что такого пока не было, но я не знаю, уже может быть, когда парламент будет проводить какие-то слушания, возможно, может быть, и президент примет участие, может быть, кто-то из представителей. Ну, представители исполнительной власти, вот представитель президента в парламенте, он все-таки высказался, хотя сказал о том, что не ознакомлен с текстом, будут знакомиться и так далее.
Ну, как бы мы видим, что такого внимания со стороны и желания, да, со стороны быть сопричастным пока нет со стороны Ну, у президента. нас сейчас есть как раз возможность да, как мне бы кажется, инициировать или предложить, Мне может кажется, быть. что все-таки Я думаю, они это тоже смотрят или как-то все-таки расскажут. не стоит недооценивать вот того, что есть со стороны общества этот запрос. Это очень важно, что такой запрос есть. И этот запрос, он не пропадет. Да, желание там, может быть, не всегда у людей будет, но проблема есть. Ее невозможно замалчивать, на нее невозможно не обращать внимания. Мы понимаем, мы видим все проблемы существующей системы власти, с доминированием исполнительной власти. Да, она сейчас существует относительно как бы комфортно, как бы благодаря тому, что вот есть поддержка со стороны Российской Федерации. Ну, которая самой тоже очень сложная ситуация, Да, и экономическая, и в вообще России и сложная политическая. ситуация, то И есть это, да, и дай бог, чтобы эта сейчас помощь есть, всегда была, да, но это добрая всё может воля измениться, конечно. Да. Поэтому мне кажется, что конфигурация власти, она должна соответствовать вот Ситуации вокруг нас. ситуации вокруг и вообще как бы нашему потенциалу. Нашему потенциалу. И не надо как-то игнорировать то, что вот мы, в принципе, внутри мы можем, да, решать свои проблемы в таком вот, я не знаю, в такой вот коллегиальной форме, да, то есть у нас все-таки, я обратил бы на это внимание, что у нас все-таки развитый парламентаризм, это очень важно, и у него долгая история, и не обращать внимания, игнорировать и куда-то вот, я не знаю, эту идею, связанную с развитием, усилением роли парламента, от нее как бы отмахиваться, это совершенно неправильно. Наоборот, вот мы можем сказать, что именно вот это вот начало такое вот совещательное, оно очень сильное, да, в абхазской культуре, и надо его только развивать, как мне кажется. И проблемы, конечно, во многом связаны вот именно с совершенно противоположной системой управления страной, которая там на воле зиждется какого-то там человека одного. Ну, давайте будем, так скажем, наверное, я как-то пытаюсь подвести итоги. И я хотел бы закончить на это, как всегда я говорю, на этой оптимистичной ноте, но это как-то не тот случай. Поэтому на некоторой тревожной ноте, конечно, можем уже как-то подвести итоги нашей беседы. Мне кажется, очень важно, чтобы, да, вы могли вот свои идеи и наработки, то, что сделали, и проект вообще презентовать, я думаю, исполнительной власти, я думаю, президенту, у него тоже достаточно грамотные люди его окружают, и юристов там серьезных тоже много, они, я уверен, в достаточной степени ответственности понимают необходимость и важность того, что было проделано вашей комиссией. Давайте с этой надеждой какой-то будем и обратимся, может быть, как-то, чтобы и люди тоже интересовались, и вы тоже, может, будете презентовать. Наша площадка всегда открыта. Если кто-то из членов там комиссии или еще раз, я с удовольствием вас бы пригласил бы в наш битый час. Да, конечно, эта инициатива, она нуждается в том, чтобы ее лучше освещать, чтобы она лучше понималась, потому что, как я убеждаюсь, опять же высказываясь не очень оптимистично, что даже самые прекрасные идеи, они могут быть плохо поняты, потому что, ну вот, все зависит, конечно, от формы, от подачи, зависит от того, достучались ли мы до людей и так далее. Это очень важно, и поэтому я, конечно, очень благодарен вам, вашей передаче, за то, что есть возможность освещать. Конечно, если мы не будем этого делать, то, в принципе, ну, мы как бы, во-первых, все эти, да, всплески политические, которые у нас имеют место, они, в принципе, могут продолжаться или подавляться, я не знаю. Но природа их не исчезла, поэтому их природа не исчезла, и это будет копиться в людях. Вот. И мы предлагаем вот какое-то решение. Мне кажется, что оно заслуживает внимания. Если есть какие-то проблемы, оно заслуживает критики, конструктивной, обсуждения. То есть
все может быть продолжено, да, то есть если есть какие-то проблемы, всегда возможна дискуссия, и нам бы хотелось бы, чтобы дискуссия не была такой, что вот, извините, нам это не нужно и все, а чтобы дискуссия была такая аргументированная и уважительная, да, и, возможно, мы сможем убедить в том, что вот все-таки или нас смогут убедить. Традиции дискуссии у нас тоже давние, просто их надо не забывать и развивать. Вот как бы все как бы в итоге сводится к тому, чтобы этот демократический процесс не прерывался, не прекращался, потому что он нам подходит, потому что он присущ нашему обществу. И, возможно, это, в принципе, улучшит и управление в стране. Но не ухудшит точно. Не ухудшит, да, действительно. Спасибо большое, Саид. Я надеюсь, мы еще раз увидимся. И эту тему надо будет продвигать и развивать, естественно. Спасибо вам большое.